Всем привет, меня зовут Влада Антонова, я преподаватель школы финского Violet Bird, и мы продолжаем читать Алису в стране чудес. Следующий маленький абзац. Huoneen keskellä oli pieni pöytä. Посреди комнаты был маленький стол. Keskellä это посередине, да, посреди комнаты. Pöydällä oli avain. На столе был ключ. Окончание ла, внешний местный падеж. На. Liisa ajatteli, että avain voisi sopia johonkin lukittuun oveen. Лиза подумала, что ключ мог бы подойти для какой-то закрытой двери. Ajatella – это думать, ajatteli – думала, подумала, да, и это маркер прошедшего времени. Это avain, avain – это ключ, что ключ мог бы. Voida – это мочь, voisi – мог бы, вот это иси переводится на русский как «бы». Да? Сопия – это подходить. Подходить требует падежа направления движения внутрь. Да? То есть куда? Подходить не на что, не для чего, да? А куда именно? Лукитун – в запертую. Лукиту – это запертый. Овен – дверь. Ови – это старофинское слово, поэтому и меняется на «е». И мы получаем овен в dверь. Lukittuun oveen. Mutta joko avain oli liian pieni tai ovet liian suuria. Но либо ключ был слишком маленький, либо двери слишком большие. Йоко это либо, а liian это слишком. Вот я прочитаем этот небольшой отрывок. Huoneen keskellä oli pieni pöytä. Pöydällä oli avain. Liisa ajatteli, että avain voisi sopia johonkin lukittuun oveen, mutta joko avain oli liian pieni tai ovet liian suuria.